Час дня в Украине. Главное событие первой половины пятницы прямо сейчас. В студии Маргарита Потапова. Веджие Кашка убита оккупантами Крыма. Плакат с такой надписью увидела Москва. Участники российской инициативы «Стратегия-30» провели очередной день политзека. На улице Москвы они вышли на одиночные пикеты в поддержку украинских и, в частности, крымских пленников Кремля. Активисты держали в руках плакаты с именами политзаключенных, которым за свободу слова и совести российские власти шьют терроризм и экстремизм. Мы соболезнуем крымско-татарскому народу и выражаем уверенность, что преступники, повинные в таких вот злодеяниях, они будут наказаны. В том числе сработают и персональные санкции, которые коснутся самых высоких кремлевских руководителей, включая Путина. Я сегодня здесь нахожусь с одиночным пикетом. Мы требуем свободы и выражаем свое несогласие с репрессиями властей. Главные террористы – это те, кто развязал войну в Украине. Это начиная от Путина до всяких Стрелковых, Плотницких и так далее. Вот они главные экстремисты и террористы. Оккупационный суд Крыма в очередной раз рассмотрит вопрос о дальнейшей мере пресечения для украинского активиста Владимира Балуха. Заседание назначено на 16 часов по Крыму. ФСБ задержала Балуха ровно год назад, и с тех пор он сидит в СИЗО. Силовики якобы нашли в его доме 90 патронов и несколько тротиловых шашек. После аннексии Крыма России крымский фермер Владимир Балух разместил на стене своего дома табличку «Улица Героев Небесной Сотни» и флаг Украины во дворе в Раздольнинском районе Крыма. Проблему геноцида крымско-татарского народа в очередной раз обсудили на международной арене. Усиление репрессий, давление, аресты и убийства активистов и ветеранов национального движения крымских татар – такие вопросы поднимали на форуме ООН члены Меджлиса. Форум ООН по правам человека длился 3 дня в Женеве. Там он должен был принять участие отец заключенного в Крыму активиста Бекир Дегирменджи. Однако за неделю до начала форума его самого силовики задержали по надуманному делу и отправили в СИЗО. О действиях оккупантов в Крыму, грубо нарушающих статьи Декларации ООН о правах коренных народов, Всеобщей декларации ООН о правах человека и 4-ю Женевскую конвенцию, делегатам форума рассказал член Меджлиса Искендер Бариев. Мы знаем ту трагическую дальнейшую судьбу Бекира Ага, который сам оказался в застенках ФСБ. Но при всем том, мы там, находясь, говорили о том, что Бекир Дегирменджи не смог приехать только из-за того, что он оказался в застенках ФСБ. На самом деле на таких форумах участвуют люди, которые социально активные, которые являются экспертами, которые являются, скажем, влиятельными людьми у себя в регионах. И поэтому любое новое знакомство, любой новый контакт, любая новая поддержка – это очень важный шаг для оккупации Крыма и к защите прав человека в Крыму. Рыба гниет с головы. В Украине громкие коррупционные дела разваливаются из-за круговой поруки, за которой прячутся топ-коррупционеры. Об этом заявил в эфире АТР народный депутат Украины Егор Соболев. По его мнению, созданные органы САП и НАБУ не заработают полноценно до тех пор, пока не будет создан еще один важнейший орган – антикоррупционный суд. Важливо утворення антикорупційного суду, бо це суд, який розгромить топ-корупцію. Корупція – це основний цемент для кругової поруки. Місцевий суддя, який відпускає злочинців, тримається тому, що людина в Києві об'єднана з ним корупцією. Місцевий суддя закриває очі на корупцію на своєму рівні, людина в області закриває на своєму рівні, і людина в Києві закриває на все. І вони діляться один з одним. Вони підтримують один одного і вони діляться. Тому дуже важливо зруйнувати корупцію зверху. Если Россия вернется в ПАСЕ, это будет пощечиной по доверию к Совету Европы. Так резко министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на недавнее выступление Генсека Совета Европы в защиту России. Турберн Ягланд заявлял о необходимости возвращения российской делегации в ПАСЕ, мотивируя это тем, что иначе россияне не смогут получить защиту в Европейском суде по правам человека. Украина же считает это блефом, поскольку Москва ранее заявила, что приговоры этого суда ей не указ.
Санкции Совета Европы заключаются в том, что российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы не имеет права голосовать. Исключить ее совсем нельзя из-за процедуры. Мы считаем, что это правильно не только с политической точки зрения, но и моральной. Поскольку российский парламент, который голосовал за оккупацию Крыма, не имеет ни политического, ни морального права находиться в Парламентской ассамблее Совета Европы. США и Германия единогласно поддерживают введение миротворцев ООН на Донбасс. Об этом заявил глава немецкого МИД Зигмар Габриэль. По его словам, голубые каски должны гарантировать уважение соглашения о прекращении огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Для этого нужен надежный мандат Совета безопасности ООН. В то же время, как отметил немецкий политик, разногласия по миротворческой миссии существуют с Россией. Соединенные Штаты выступают за то, чтобы в ее составе не было россиян. Москва с этим не согласна. Евросоюз сокращает финансовую помощь Турции на 175 миллионов евро. Причина – вопрос членства Турции в ЕС ранее был заморожен. Брюссель также может заблокировать еще 3,5 миллиарда евро кредитов на различные проекты развития в этой стране. Евросоюз считает, что Турция отходит от европейских демократических стандартов, поэтому не будет финансировать такой режим своими средствами. 800 тысяч евро против пропаганды Кремля. Евросоюз впервые в своей истории выделил деньги на борьбу с российской дезинформацией. Совет ЕС и Европарламент утвердили бюджет на следующий год с соответствующей статьей расходов. Ранее в Евросоюзе запустили специальный сайт, который помогает разоблачать в интернете лживый контент про кремлевской фабрики троллей, а также раскрывая технологии российской дезинформации и пропаганды. Россия продолжает грубо нарушать Европейскую конвенцию по правам человека. Страна-агрессор отказывается предоставлять право на образование политзаключенным. Речь идет о крымских пленниках Кремля, которых удерживают в тюрьмах на материковой части России. Подробнее расскажут мои коллеги. Это прошлогодние кадры 4 крымских татар, которым Россия приписывает терроризм. Один из них, Нури Примов, рассказывает, читать за решеткой разрешают только Российский уголовный кодекс или Коран. Якобы есть библиотека в СИЗО. В связи с этим художественная литература не передается. Мы в данный момент столкнулись с полицейским государством, которое, декларируя гражданские права людей, на самом деле не соблюдает их. Нури Примову сидеть за решеткой минимум еще 2 года. Даже в тюрьме он стремится получить высшее юридическое образование. Такого же мнения Александр Кольченко, заключенный Россией на 10 лет. Он также из Крыма и также, по версии ФСБ, террорист. По закону оба парня имеют право дистанционно получить высшее образование за решеткой. Таврический национальный университет имени Вернадского готов взять на себя все организационные моменты. Они выходят на связь с университетом, мы даем им расписание, в какой день какая лекция будет им прочитана. Если им неудобно или им не дают возможность ее в полной мере прослушать, мы им в записанном виде отправляем эту лекцию туда, потом контрольные работы присылаются, потом проводятся практические занятия. Это давно отработанный в современном мире процесс. Россия не торопится соблюдать нормы международного права. Федеральная служба исполнения наказаний уже в 3-й раз отказывает руководству украинского вуза. В Таврическом университете мириться с этим не будут. Уже обратились к украинскому омбудсмену, которая начала переписку с российской коллегой. Ми звернулися до Тетяни Москалькової, до нашої колеги в Російській Федерації, звернувши увагу на те, що це власне є порушенням прав людини. На що вона відповіла, що вуз не є сертифікований в Російській Федерації, відтак він не може проходити там навчання. Добре, ми звернулися ще раз з питанням про те, а де він може закінчити україністику у Російській Федерації у сертифікованому вузі. Тепер ми чекаємо на відповідь. Кроме того, Верховная Рада уже обратилась с этой проблемой в ОБСЕ. А руководство Таврического национального университета готовит обращение в ЮНЕСКО и Верховному комиссару ООН по правам человека.
им придется уже не с нами полемизировать. Им придется полемизировать и вести переписку с международными организациями. А им не ответишь вот такой вот отпиской. Мы больше не желаем продолжать разговор на эту тему. Риана Алиева, Заман, АТР. В Херсонской области состоялись мероприятия, посвященные 100-летней годовщине Курултая крымско-татарского народа. Организаторами выступили члены регионального меджлиса, генической райгосадминистрации и представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Нині Україна складне, такі у нас сьогодні події, але ми разом переможемо. Але ми є народ і ми є нація. Кроме этого, на стене генической мечети установили памятную доску, посвященную годовщине Курултая, и прочитали молебен. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Сьогодні з присутністю влади ми доводимо той факт, що в повному обсязі підтримка від держави існує кримсько-татарському народу. Саме про це мріяв Наман Чевлі-Більшихан. Розуміння, що в тому осередку кримсько-татарського життя, який сьогодні ми маємо на Херсонщині, на цій гостинній землі, є розвиток народу, є розуміння майбутнього, є пам'ять про минуле, і ми будемо надавати цьому всіляку підтримку. Российские боевые самолеты будут использовать военные базы Египта. Об этом Москва договорилась с Каиром. И это позволит ей увеличить свое военное влияние в Средиземноморском регионе. Соглашение между Россией и Египтом позволяет военным самолетам каждой из стран использовать воздушные базы другой. Срок ее действия 5 лет, но по договоренности оно может быть продлено. Египет расширяет свои военные связи с Россией и уже подписал соглашение о закупке российских реактивных самолетов и вертолетов. Более 11,5 миллионов долларов. Такой залог за освобождение из-под домашнего ареста назначили Полу Манафорту. Бывший менеджер предвыборного штаба Дональда Трампа пошел на сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером. Именно он и занимается расследованием связей штаба Трампа с Россией. С Пола Манафорта снимут электронное наблюдение. Если же он нарушит договоренности и оставит свой дом в Вирджинии, тогда его лишат права собственности на 4 объекта недвижимости стоимостью в 11 миллионов 650 тысяч долларов. В октябре Пола Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса обвинили в отмывании денег и заговоре против интересов США во время сотрудничества с Виктором Януковичем. Птица-мошенница. В Бразилии пернатая залетела в местный супермаркет и украла деньги у женщины, которая та положила, чтобы расплатиться за товар. Уже через минуту птенец схватил клювом купюры и вылетел из здания. Продавец и покупатели отреагировали на это смехом. Китаец дорисовал дорожную разметку, чтобы быстрее добираться с работы домой. Человек на этой трассе часто попадал на общественном автобусе в пробки, а потому решил расширить дорогу за счет крайней полосы, на которой разрешено поворачивать только налево. Средь бела дня мужчина пришел на трассу с белой краской и дорисовал к знаку поворота стрелку, которая разрешает движение вперед. Благодаря камерам наблюдения полиция застала нарушителя с поличным. Теперь за такое самоуправство ему грозит штраф. Такой была информационная картина к этому часу. Следующий выпуск «Заман» смотрите на крымско-татарском языке с Алиме Алиевой в 14:00. Я с вами прощаюсь. Хорошей вам пятницы.